Это было что-то невероятное. Во-первых, в то время были определены ряд продовольственных магазинов, в которых осуществлялась продажа алкогольной продукции. Потом эта позиция была примерно такая: вывести в отдельно стоящие магазины. Эти магазины укреплялись, устанавливались там эти ограждения, чтобы это вот иногда показывают фотографии, это в самом деле так было. Выставлялись посты полицейские, милицейские. Норма была 2 талона на человека в месяц. Талоны выдавались, я даже не знаю, где они, в горисполкоме, что ли, выдавались. И я уже говорила и на масло, и на мыло, и на стиральный порошок, и на алкоголь. Вот. И в прошлый раз я вам рассказывала об одной ситуации. Это был магазин в лесозаводе, 17-й магазин, когда заведующая магазина продала ящик водки вот в то время. Сверхквоты, да? Вот да, да. Кто-то приехал то ли с района, то ли откуда, там слезно просили, то ли у нее там был на свадьбу, то ли на похороны, то ли... Короче, она продала ящик водки. И попалась АБХСС. И все. Ее судили народным судом. Ей присудили запрет занимать должности в торговле. Она была снята с работы. Это вот за нарушение правил продажи алкоголя. А что сегодня делается? Это так жестко было. И в то же время я вспоминаю один такой случай. Эти в магазинах, да, вот количество проданного алкоголя должно равняться количеству принятых талонов. Мы продали, мы талоны собрали, они у нас вот в этих ящиках, в мешках. Но надо проконтролировать, чтобы из магазина эти талоны никуда не делись и не попали повторно в оборот. Это опять уже контрольные функции выполняет ведомственный наш контроль, а не по магазинам. Потом эти надо талоны куда-то уничтожить. А как уничтожить? У нас был такой один раз случай. Значит, отдел специалисты поехали уничтожать эти талоны использованные. Поехали на берег реки, чтобы разжечь костер и сжечь, да подул ветер. Эти талоны по берегу реки. Но вот было и такое. Искали кочегарку, куда бы можно было, в какую кочегарку привезти. Конечно, наверное, я так допускаю, потому что видели такое. Люди на этих талонах целые дачи строили. Не всегда запрет – это хорошо. Утечки этих талонов было предостаточно и в момент выдачи, и в магазине, и в типографии, и везде.